В России планируют для мигрантов установить миграционный сбор. В Таджикистане 199 мужчин в прошлом году подверглись домашнему насилию. Около 1 миллиона иностранных туристов посетили Таджикистан в 2022 году. Экономический ущерб от землетрясения в Турции может достичь 4 миллиардов долларов. Зеленский выступил в Европарламенте и призвал ЕС дать Украине больше оружия. Мигрантам могут ужесточить условия пребывания в России. Телеграм-канал «База» со ссылкой на имеющиеся у него сведения сообщает, что если раньше они имели право находиться в стране 90 дней в течение полугода, то теперь этот период может увеличиться до года. По сведениям «Базы», в МВД России сейчас прорабатывается предложение для внесения поправок в федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Однако фактическое ужесточение условий пребывания по срокам не единственная предлагаемая в поправках новация. Для мигрантов из безвизовых стран планируют установить миграционный сбор, подобно тому, что иностранцы платят за визу. Его размер пока не определен. Предложения о поправках отправили на согласование в другие ведомства. Жизнь таджикских трудовых мигрантов в России начала усложняться с начала прошлого года. Все чаще власти в России принимают меры по ограничению условий их пребывания или трудовой деятельности на территории страны. 199 мужчин обратились в Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана в 2022 году с жалобами о насилии в семье. Как сообщила на встрече с журналистами сегодня, 10 февраля в Душанбе, глава указанного ведомства Хилолби Курбонзода в отчетный период в Центр по профилактике насилия и гендерного равенства при комитете обратилось 1621 граждан. По данным главы Комитета по делам женщин и семьи, 1422 из общего количества обратившихся составляют женщины и 199 мужчины. С 1040 обратившимися были проведены телефонные беседы, с 581 личные встречи. 821 человек были даны психологические консультации, 800 человек получили юридические консультации, сообщила Хилолби Курбонзода. Глава комитета со ссылкой на данные МВД сообщила, что в 2022 году было проверено 3397 заявлений граждан относительно насилия в семье, что на 88 заявлений меньше по сравнению с 2021 годом. 999,3 тысячи иностранных туристов посетили Таджикистан в прошлом году. Об этом сегодня сообщил журналистам на пресс-конференции председатель Комитета по развитию туризма Республики Таджикистан Камалидин Муминзода. По его словам, этот показатель в 3-4 раза или на 703 тысячи туристов больше, чем в 2021 году. В настоящее время в стране функционируют 242 туристических компании по обслуживанию гостей и туристов, подчеркнул Камалидин Муминзода. По его словам, в прошлом году в стране было построено и введено в эксплуатацию 100 объектов, а за последние 5 лет 600 объектов туристической инфраструктуры. По предварительным данным, в прошлом году доля туристической отрасли в ВВП республики составила 2,8%. В настоящее время при поддержке международных финансовых институтов реализуются 4 инвестиционных проекта на общую сумму более 43,8 миллиона долларов. Экономический ущерб от землетрясения в Турции, вероятно, превысит 2 миллиарда долларов и может достичь 4 миллиардов долларов и более, следует из комментария рейтингового агентства Fitch Ratings. В агентстве отметили, что страховые убытки Турции будут в разы ниже и составят около 1 миллиарда долларов из-за низкого страхового покрытия пострадавших регионов. По данным агентства, турецкий пул страхования на случай катастроф, созданный после землетрясения в Измите в 1999 году, покрывает только ущерб, нанесенный зданиям в городских районах, но не распространяется, в частности, на человеческие потери.
В ночь на 6 февраля на юге-востоке Турции и в северо-западной части Сирии произошло землетрясение силой 7,4 балла. Это крупнейшее землетрясение в Турции с 1939 года. Тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тысячи человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение силой 7,7 баллов. По последним данным, общее число погибших в результате катастрофы составило более 21 тысячи человек. Посетив в среду Лондон и Париж, президент Украины Владимир Зеленский направился в Брюссель, где был овациями встречен в Европейском парламенте. Выступая перед европейскими парламентариями, Зеленский заявил, что, сражаясь с Россией, Украина защищает не только себя, но и всю Европу, европейский образ жизни. Во время поездки в Европу он также призвал западные страны предоставить Киеву больше современных вооружений, в том числе боевые самолеты. «Мы защищаемся от самой антиевропейской силы современного мира, мы защищаем себя. Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», сказал Зеленский депутатам Европарламента. После выступления в Европарламенте Зеленский присутствовал на заседании саммита Евросоюза и после него сказал журналистам, что некоторые страны ЕС уже готовы дать Украине в том числе и боевые самолеты. «Я сегодня услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность дать нам необходимое оружие, в том числе самолеты», цитирует Зеленского агентство «Укринформ». Президент Украины сообщил на пресс-конференции, что проведет в четверг в Брюсселе еще несколько двухсторонних встреч и на них тоже собирается говорить о поставках самолетов.